Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто вам вредил и что ждет этого человека? Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте на тех, кого знаете, и на тех, кого не знаете. Возможно, вам вредили из-под тишка, и это все происходило за вашей спиной. Загадайте лучше просто на себя и на те беды и неприятности, которые вы в жизни повстречали. Давайте вместе посмотрим, кто это был и что этих людей ждет, либо этого человека. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Здесь очень такая болезненная отсыпка вышла. Знаете, как будто бы вся ваша боль перешла в песок. Песок прям почувствовал. Всяко разно было. Вы у меня все разные. Опять же, может быть, отыграются какие-то части из вашей жизни, прям особо болезненные. А возможно, прям песок полностью вас прочитал. Давайте начнем с вас. Во-первых, вас здесь показали человеком очень терпеливым. Даже, знаете, как немножко на мученика похоже, на мученицу. Я так понимаю, что это терпение, умение прощать и нежелание конфликтов. Да? Вы, возможно, очень верующий человек, да, и вы живете по заветам, как Бог терпел и нам велел. Да? Возможно, вы истинный, да, верующий, который прям прощает. Потому что Создатель — это любовь. Любовь, которую вы в себе несете. То есть, да, вам больно и обидно, но у вас настолько много сил, что вы можете простить. Даже в какой-то степени оправдать того человека, который причинил вам вред, причинил вам боль. Но это прощение многие воспринимают как слабость. На самом деле это страшное оружие. И сейчас я расскажу вам почему. Не зря же в Библии, например, написано, да и в других священных книгах, да, не обязательно меня все христиане смотрят, меня могут смотреть и люди, исповедующие другие религии. Да, всегда написано, что прости, да, прости своего врага. Это же не просто так написано, потому что прощение и есть самое сильное оружие, которое человек может применить. Когда вы прощаете, вы как будто бы эту ситуацию, да, из своих рук выпускаете, отдаете на решение, на откуп, да, Создателю. И тогда уже высшие силы берутся за вашу ситуацию и судят людей по деяниям, по поступкам, по помыслам и по желаниям. Я, по-моему, говорила, возможно, даже не раз говорила, что если вы хотите наказать своего врага, самое лучшее, что вы можете сделать, либо самое сильное, что вы можете сделать, это действительно от всего сердца простить. Простить, и тогда кара будет неминуема. И тогда кара будет очень-очень сильно и жестокой, и жесткой, и резкой, и быстрой. Это тяжело, не каждому дано, но судя по этим знакам, вы это умеете. Вы умеете прощать, вы умеете отпускать ситуацию. Может быть, вы их и не забываете, но вы умеете отпустить. И исходя из того, что я вижу, здесь никто не останется неотомщенный. Без возмездия, да, никто не останется, не уйдет, вернее, от возмездия. Еще здесь показано, что кого-то из вас заговорили. Когда вы были ребенком, да, возможно, вас заговорили, поставили на вас определенную защиту. Такую защиту обычно ставят либо мама, либо бабушка, может быть, прабабушка. То есть тот, кто вас истинно от всего сердца любит.
именно этот человек может заговорить и поставить такую сильную защиту. Вообще здесь показано, что вас вот нельзя обижать. Нельзя, и вот за вас, вот вас обидят в мелочах, а человек ответит по-крупному, тот, кто обидел. Вот так показано. Показано, что все то зло, которое к вам приходит, потом от вас же и возвращается. То есть как бумеранг, да, мы называем это бумерангом. Это тоже здесь показано. Но это как дар получается, да, внутренняя сила и умение, да, умение прощать, умение принимать то, что с вами происходит. Так, ну давайте пойдем по фрагментам. Вот здесь мне показывают мужчину. Мужчина, который вот откровенно как издевался, мучил вас. Мужчина, которого вы очень любили. Сейчас этой любви нет, вообще даже след простыл. Но в свое время вы вот терпели от него, очень многое терпели в надежде, что он вот изменится. Да? Но не может же быть любимый человек таким жестоким. Не может же любимый человек так вот врать, либо изменять, либо предавать, либо обижать меня так сильно. Да? Вы, возможно, пытались помочь, спасти, очень много вытерпели от этого человека. Ну а взамен получили разбитое, растерзанное в клочья сердце. Еще мне показывают, что этот человек где-то находится, с кем-то другим находится. С кем-то, да, возможно, с другой женщиной проживает. Ну, либо, в принципе, да, где-то далеко от вас живет, там рядом с ним люди находятся. Вот здесь показано, как он с вами поступал, то он в тройном размере теперь и получает. Ну, допустим, если он вас обижал, там рукоприкладство было, насилие, то этого человека вот периодически колотят. Причем колотят прям по-взрослому, по-серьезному, так что там отбили что-то, там искалечили, там еще что-то произошло, да, вот какие-то непоправимые потери. И это будет продолжаться, пока этот человек живет и дышит. Дальше, если этот человек предавал, изменял, то с какой бы женщиной он ни сошелся, постоянные будут измены, постоянное предательство, причем в открытую, причем с какими-то тоже последствиями. Ну, допустим, мало ему узнать, что женщина изменяет, так она ему еще и какую-нибудь там заразу принесет, да. То есть, возможно, он постоянно вот какими-то венерическими болезнями болеет. Ну, то есть, это будет до конца его дней. Если человек вам лгал постоянно, да, на постоянной основе, то этому человеку врут все и сразу. Ну вот как усиливается, да, наказание, оно усиливается, дается то же самое, но только усиливается там в тройном размере, может быть еще больше. И это все вот как до конца его дней. А у кого-то отыграется, что этот человек понимает, что это за вас прилетело, и очень сильно сожалеет, но ничего уже исправить не может. Но у кого-то не понимает и живет эту свою, даже не знаю, как назвать, да, приличное слово не могу подобрать, наверное, никчемную, да, жизнь. И будет жить так до конца. Вот здесь, как момент сатисфакции, он уже происходит. Он еще будет происходить. Это все будет до последнего дня, до последнего дыхания этого человека. Вот сколько бы лет ни было, сколько бы ни было лет отпущено, то человек постоянно будет встречать одну и ту же ситуацию, как наступать на одни и те же грабли. Причем это не просто грабли, а это тройные грабли, да? Но это так еще мягко сказано. Вот. Так что про это вы не думайте. Этому мужчине, ну либо этой женщине, если меня смотрит мужчина, там не сладко, очень не сладко, и это уже как до конца пойдет, да, от этого невозможно избавиться, это уже невозможно исправить. Такая вот сильная кара. Дальше с правой стороны здесь показывают женщину. Женщина, которая то ли вами хотела стать, то ли ваше место занять, то ли, может быть, свое плохое на вас там скинуть, перекинуть. Вот показано, что она в помыслах была нечиста, и также вот руки грязные, причем грязные по самые локти. Мне вообще идет, что она вот как колдовала на вас, либо колдовство на вас заказывала. Из-за этой женщины у вас очень сильно в свое время страдало здоровье, ну, либо было подорвано здоровье. Да, возможно, она вас даже чем-то травила, либо по ее научению, да, вас травили. А может быть,
вот ее этот удар, он как раз-таки шел на здоровье, да, чтобы вы прям двигаться не могли, чтобы ваша жизнь превратилась, ну, в муку, да, чтобы вы как растения жили, чтобы вы там по больничкам мотались и не мешали ей делать свое грязное дело, например, занимать ваше место, становиться вами. Это может и работы касаться, и может также личной жизни касаться. Еще здесь так показано, что эта женщина, она как-то рядом была. Может быть, вы и не знали, что от нее это зло идет. Да? Может быть, вы даже дружили с этой женщиной, либо в родстве состояли. То есть вы ее принимали, вы ей распахивали свои объятия. А она прям ненавидела, завидовала и, ну, вот, травила. Мне идет, что она вас травила, извините. Да? Травить можно и магией, и чем-то вот определенным. Очень сильно много боли она вам принесла. И еще вот идет информация, что, возможно, эта женщина, она, допустим, даже не конкурентка, не соперница, а, например, просто ревнивая женщина, которая вот хотела любым способом от вас избавиться. Да? Может, это чья-то, например, свекровь. Да? Запросто может быть. Ну, либо теща, да, если смотрит меня мужчина. Как прям жизнь свою положила на то, чтобы от вас избавиться. Вот как ненависть идет. Ненависть очень сильно читается. Смотрите, ну поскольку здесь у нас здоровье было задействовано, и действительно вы здоровье подорвали, может быть не только физическое, может быть у вас очень сильные психологические травмы из-за действия поступков этой женщины. Она себе какую-то болячку заработала. И болячку очень тяжелую, и вот показано, что очень болезненную. Она себе заработала очень суровую, страшную болезнь. Болезнь, от которой нельзя вылечиться. Как можно типа себя поддерживать, но там очень много боли, страданий. И эта болезнь, она как, ну вот как человек обреченный, если он заболеет. Опять же, это может быть что угодно. И даже, например, там ранняя деменция тоже может отыграться, да, потому что человек уже как бы не соображает, кто он, что он, и живет, даже не знаю, с чем это сравнить. Вроде как живой, вроде как все при нем, но осознания нет реальности, да, человек просто забывает все вокруг, забывает всех людей. У кого-то может быть и другая болезнь. Но это то, что уже не лечится, и то, что является, ну, как приговором. Так мне идет. Еще показано, что это уже у нее растет. Растет, и ну, там очень быстро все разрастается. Вот, так что, мои хорошие, здесь как глаз за глаз, да, по-моему, тоже в Библии было написано. Глаз за глаз, зуб за зуб, да, вот у нее такая ситуация. Еще здесь показано, что она еще как-то принимает участие в вашей жизни, ну, либо вы ей доступны. Вот когда у нее будут первые признаки этой болезни, ее как ветром сдуют из вашей жизни, потому что она очень испугается. И вот этот момент, да, когда человеку говорят, ну типа ты обречен, да, вот нет лечения, ты не спасешься, твое состояние только лишь будет ухудшаться. Он для нее прям роковым идет, роковым. Тогда у нее там все эти ценности как переоценятся в голове. Она будет пытаться замолить свои грехи, но это уже как поздно, да. Уже не поможет. Не поможет. И здесь ужасная участь. Человек просто вот погибает заживо. Вот как-то так мне идет. Дальше. Здесь показывают какое-то противостояние. Даже не просто противостояние, какие-то придирки. Кто-то с вами очень несправедливо и подло поступал. Вот как вас цепляли, задевали, не давали вам проходу. Вот как мне идет, как какие-то помои на вас выливали, вот грязью вас все время обкидывали, как придирки мне идет. Может быть, это начальник на работе, может быть, это кто-то, кто выбрал вас своей жертвой, да, вот как-то так мне идет, как неприязнь была очень серьезная. Хотя вы всеми силами пытались как-то перестать конфликтовать, пытались договориться, пытались дистанцироваться. Но мне вот идет, что ничегошеньки не помогало, и вы прям натерпелись. Вы как здесь жертва мне идете. Жертва, которая стремилась все исправить, но которую никто не слушал, не принимал всерьез. Смотрите, здесь мне этого человека показывают под черной луной.
Черная луна – это всегда какой-то несчастный случай. Несчастный случай с очень тяжелыми последствиями. Либо это летальные последствия, либо эти последствия делают человека инвалидом. Вот. Под черной луной это человек. Это и мужчина, и женщина может отыграться. Здесь вот не выразили, да, кто это человек, ну, не прорисовали. Ну, что поделаешь, да, вы пытались, вы честно пытались, вы не хотели, вы как мученик у меня здесь вышли. Ну, каждому свое. Да. Я не могу понять, что за причины были. Мне вот идет какая-то ревность. Ревность, причем, может, ревновали вас кому-то, может быть, ревновали к тому, что вы более умный, развитый человек, интеллектуальный, интеллигентный. Может быть, ревновали к вашим способностям, умениям, талантам. То есть какая-то вот ревность, да? Ревность выедала сердце этого человека и толкала на такие вот ужасные поступки. Но вот по черной луной этот человек идет. По черной луной. Еще так показано интересно, когда этот человек прям в сиянии находится, вот кажется, что вот всего от жизни добился, добилась, получила, вот именно в этот момент и произойдет эта черная луна. То есть, ну, ударят так ударят, да, вот в один момент лишают всего. Так показали. Конечно, это дело прошлого мне идет. Возможно, вы и простили этого человека, но зла не держите, но как бы высшие силы не простили. Такое не прощается. Но вот мне идет как издевательство какое-то, постоянное вот издевательство было. Опять же, да, вот есть такие детали, которые я просто не хочу проговаривать, но мне они кажутся очень жестокими, и я не хочу, чтобы вы это слушали, лишний раз там вспоминали, да, чтобы эта картинка всплывала у вас в памяти. Кто понял, о ком речь идет, кто узнал, вы знаете, что этот человек под черной луной стоит. И это тоже уже, знаете, как неизбежно. Неизбежно, и это точно будет. Так, а вот здесь мне показан человек, который, вот, не знаю, как кого-то убил, мне идет. Убийца, да, как-то так показано, да, может быть, человек, ну, не вас, например, а кого-то из ваших там дорогих людей, да, тот либо та, кого вы считаете убийцей, и не важно, что произошло, вот именно так показали, да, человек-убийца, как палач даже показано, тот, кто причастен, да, либо виновник этого события. Даже если этого человека, там, например, по суду оправдали, там, через подкуп, либо там, признали, что там был несчастный случай, все равно этот человек остается палачом-убийцей, ну, по крайней мере, в ваших глазах. Еще здесь показано, что вы еще не простили. Не простили и, скорее всего, не простите. Вы пытались, но как бы нет возможности, ну, по крайней мере, вот в сегодняшнем дне простить. Да, вот как-то что-то, что не прощается, либо никогда не простится. При том, что вы добрый человек, при том, что вы можете оправдать кого угодно, этого человека вы не можете оправдать. Ну, как либо свежа боль, либо вот сколько бы времени ни прошло, а очень сильно болит. Ну, понятно, как бы это ужасно, когда, ну, вот насильственным образом, да, вот забирают человека. Вот с этим человеком, на мой взгляд, наверное, самое страшное произойдет. Потому что здесь за вашей спиной, вот как духи рода восстали. Может быть, даже и духи рода не позволяют вам простить, да, потому что это прям очень серьезно. Я вижу, что этот человек вот со временем от содеянного, да, от того, что руки, например, в крови, ну, как с ума сойдет, вот начнет сходить с ума. И это так страшно, это так ужасно. И мне вообще идет этот человек как непрощенный. Ну, непрощенными обычно показывают самоубийц на самом деле, да, тех, кто сам себя приговорил. Здесь духи рода вмешиваются. Именно духи рода. И, ну, вот человека как, ну, не знаю, как напоминает, наверное, либо начнут преследовать. Ну, то есть этот человек сам себя приговорит. Вот до того дойдет, что уже как страшно жить. Да, мне страшно жить, я уже там ничего в жизни не вижу. Этот человек сам себя приговорит. Еще здесь показано, что эта душа, она как непрекаянная останется. Вот не будет покоя ни на земле, ни на небе, вот нигде, да. Даже, возможно, в чистилище не возьмут. В общем, так показали. Вообще не знаю, зачем я эту тему взяла.
Вот я смотрю и прям, знаете, боль ощущаю, прям самой больно, внутри больно, все сжимается. Возможно, вам это нужно, возможно, это был ваш запрос, возможно, вы хотели узнать, что ждет тех, кто с вами поступил плохо. И высшие силы через меня дают вам эти ответы. Но вот убийцу палача ждет непрекаянность. Непрекаянность и вот как сумасшествие какое-то, потому что духи рода восстали и будут преследовать этого человека. Мои хорошие, извините, вот просто нет сил продолжать, ну слишком болит, хочется плакать, я не знаю, у меня сейчас, наверное, кровь из ушей пойдет от этой боли. Еще какой-то прям крик у меня в ушах стоит, крик такой, говорят, душераздирающий, но нет, это что-то хуже. Крик, ужасный крик стоит в ушах, не знаю, чей это крик, возможно, вы тоже его слышите, но прям больно. Вот здесь еще момент показан, что вам с неба рука дает. Я так понимаю, что за всю вот эту боль, за все эти страдания вам как компенсация, либо возмещение, ну, либо награда придет, ну, за все вот эти страдания, которые здесь показаны. Каждый получит свое, но каждый получит сполна. Возможно, для вас это будет слабым утешением, но вижу, что вам это положено, вам это уже присудили, и ваше от вас не уйдет. Как бы, если вам небеса дают, значит, вы это будете в руках держать. Вот это именно показано. Извините, мои хорошие, состояние не очень, этот крик, он не дает мне сконцентрироваться, но все, что вы должны были узнать, я вам сказала. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.